Согласно плану террористов, на территорию Абхазии должны были прибыть группировки боевиков. Главной их задачей было совершить террористические акты прямо на площадке Олимпиады. Тогда в нашей республике был создан сводный межведомственный оперативный штаб, куда вошли представители силовых структур Абхазии, Российского пограничного управления и 7-й военной базы. Работа штаба проходила под руководством на тот момент председателя СГБ, а ныне президента Абхазии Аслана Бжания. Перед Олимпиадой в 2012 году, в 2013 году у нас тоже было совершено большое количество тяжких преступлений, терактов. Напоминаю, что в 2012 году в феврале было совершено покушение на президента. В результате этого преступления погибло 2 офицера охраны. Почему я об этом говорю? Потому что в том или ином виде к этим преступлениям причастны силы, которые пытались сорвать Олимпийские игры. Было совершено покушение на главу Пицунды. Было совершено убийство вице-консула Вишернева, вице-консула России в Абхазии. Было совершено покушение на главу Гудаутского района. Все это делали одни и те же силы. У нас окопались террористы, была местная ячейка международной террористической организации «Имарат Кавказ». В мае 2012 года практически была ликвидирована деятельность этой преступной ячейки. Также в 2014-м абхазскими силовиками велась борьба с террористической группировкой, которая была нацелена на совершение терактов в республике и действовала с территории Турции. Они были связаны с террористом по фамилии Лакаев, который совершил убийство вице-консула Вишернева. Ему удалось убежать с нашей территории и был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Грузии. По итогам задержания Лакаева была прервана очень серьезная цепь. Он должен был совершить 2 теракта в день открытия Олимпийских игр. Один в пресс-центре Олимпийских игр, другой рядом со стадионом. Для этого все было готово. Они к этому готовились заблаговременно. Подготовка к этим преступлениям началась примерно в 2011 году. Помимо задержания преступников и предотвращения терактов, силовики обнаруживали и вывозили большое количество оружия и взрывчатых веществ. Во время Олимпийских игр в Сочи на нынешнего министра внутренних дел Роберта Киут была возложена непростая миссия руководства подразделением по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. С нашей стороны вывозилось немалое количество взрывчатых веществ, которые также в районе Пластунки есть такое кладбище, наверное, знают кто-то о нем. Там осуществлялись схроны, планировали теракт в мэрии Сочи и многих-многих других, как говорится, местах. Соответственно, совместно с нашими коллегами из ФСБ и другими силовыми структурами нам эту ячейку удалось раскрыть и, соответственно, провести масштабную работу, где одновременно, как на территории Республики Абхазия, так и на территории Российской Федерации, данные граждане были задержаны, привлечены к уголовной ответственности. В настоящее время некоторые из них отбывают, как говорится, наказание в местах лишения свободы, некоторые уже по сроку вышли, но в то же время находятся под нашим контролем постоянно. Могу сказать, что именно проведенная работа тогда, на сегодняшний день, всем нам позволяет в этом направлении сдерживать стабильность. То есть я со всей ответственностью могу заявить, что на протяжении всего этого периода на территории Республики Абхазия террористических или иных ячеек не существует. В период проведения Олимпийских игр в Сочи в Абхазии проводилась активная работа по борьбе с диверсионными группами из Грузии. Ситуация в приграничной зоне была непростой. На границе похищали людей. В Абхазии работали завербованные грузинскими спецслужбами граждане, чтобы докладывать о ситуации в республике. Однако абхазские силовики знали наперед о том, что интересует врага. Интересует дислокация вооруженных сил Министерства обороны Республики Абхазия, воинские склады,
дислокация частей 7-й военной базы, расположение пограничных застав, как абхазских, так и российских, количество, личный состав, вооружение, средства связи. И наша задача состоит в том, чтобы этих людей выявлять. И в некоторых случаях мы вынуждены действовать очень жестко по отношению к ним. В Гальском районе на тот период периодически с территории Грузии засылались люди, которые были нацелены на похищение людей. Помните, это практически систематически это происходило. Ежедневно, еженедельно, чтобы не было такого, что кого-то украли, такого не было. Но в этом направлении всеми нашими службами была организована работа. Какими службами, я вам скажу, это в том числе МВД Республики Абхазия, служба госбезопасности, пограничное управление ФСБ России, а также коллеги наши из ФСБ России. Мы объединили наши усилия, все наши сведения, которые в отношении этих людей мы имели, и, соответственно, провели последнюю крайнюю спецоперацию, при которой нам удалось практически ликвидировать всю эту группировку, которая занималась этим и в том числе и организовывала эти похищения. Благодаря слаженной работе абхазских силовиков с российскими коллегами грузинские спецслужбы не смогли провести на территории Абхазии ни одного террористического акта. Более того, то, что задумал враг, было просчитано на несколько шагов вперед. Вот этот период продемонстрировал результаты, какие могут быть достигнуты, когда налажено взаимодействие. Взаимодействие между ведомствами Абхазии и Российской Федерации. Мы этот бесценный опыт хотим распространить и на сегодняшний день в том числе, потому как задачи, они одинаково важны, как для российского государства, так и для нас. Задачи, связанные с обеспечением безопасности наших государств, с обеспечением правопорядка в наших государствах. Поэтому мы готовы и дальше работать вместе для достижения заданной цели. Были даже случаи, чтобы вы понимали, когда группы уже планировали и заходили на территорию Республики Абхазия. Мы их уже ждали, прямо на входе брали. Были те, которые уже где-то пытались расформироваться, устанавливали там уже взрывчатые вещества на дорогах, мы их там накрывали. Работа велась очень серьезная. Конечно же, это все проходило. Почему нам это все удавалось? Потому что нам помогали наши российские коллеги. Это техническая часть, в первую очередь, очень так серьезно была настроена. И мы, знаете, как в ходе всей этой работы, вот, по крайней мере, наше подразделение по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, ребята все, которые работают, молодые ребята, которые получили колоссальный, неоценимый опыт, что нам позволило, в принципе, после этого работать по другим направлениям. Была проведена серьезная комплексная работа, в ходе которой были задержаны лица, которые заезжали на территорию Республики Абхазия с целью уже такого, знаете, заказного убийства определенных чиновников, руководителей ведомств. В том числе, скажу вам так, мы работали и задерживали в отношении начальника разведки от ВГВ, начальника ВГВ Владимира Ивановича Ану тогда был. Его хотели убить в городе Чимчира. Был задержан такой гражданин Торадзе, чтобы вы понимали, это человек, который в свое время был личным охранником Шварнадзе. Плюс ко всему был в спецподразделениях Грузии. В 2008 году участвовал в южно-осетинских событиях, за что был награжден высокими наградами Грузии. То есть достаточно подготовленный человек. Можно сказать, очень чисто разговаривал по-русски, видимо, поэтому был и подобран, и отправлен сюда. В качестве туриста находился в городе Чимчира, готовил покушение. Соответственно, мы выявили его, задержали, посадили. При нем было обнаружено специальное оружие, то есть с шумопоглощающими средствами. И, соответственно, вот такая работа у нами проводилась. Не только он, еще был ряд других направлений. Ну, в некоторых случаях нам удавалось даже и ликвидировать людей, которые не сдавались. Были такие случаи тоже.
В результате активной работы были задержаны грузинские киллеры и диверсанты, которые планировали крупные теракты в республике. В 2018 году по решению абхазской стороны многие из них были отпущены и переданы Грузии. Знаете как, я ценю свой труд, не только свой, а своих сотрудников в первую очередь. Вы знаете, как было непонятно для всех нас, когда всех тех, о ком я сегодня говорил, особенно все те, которые присылались со стороны Грузии, те же диверсанты, киллеры, я вам говорю так, вот киллеры, которых мы задерживали, которые должны были осуществить злостное деяние свое на территории Республики Абхазия, шпионы и всякие другие лица. Там порядка где-то, я не помню, около 12 человек в общей сложности у нас содержались в местах лишения свободы, особенно все в СГБ были переданы потом по какой-то дружественной, такой, скажем, дружественный жест, наверное, был какой-то сделан нашего руководства, и они были переданы в Грузию. Крайний, которого передали, был Лукава. Но для меня было удивительно, почему все говорят о Лукава. Лукава, да, понятно, он совершил преступление, он был задержан, он жил у нас на территории, все остальное. А лица, которые реально ходили под спецслужбы Грузии, скорее всего, конечно же, их просто так не бросили и, соответственно, сумели вызволить их из наших тюрем и увезти к себе в Грузию, конечно же. Вот это для меня было непонятно, потому что, вы знаете, как я считаю, что это наши основные противники. Это люди, которые пошли на этот шаг. Пошли на шаг прийти на территорию Республики Абхазия и, допустим, любого там чиновника или кого-то, они шли убивать, они уносили отсюда сведения, составляющие государственную тайну, и мы почему-то их всех подарили. Для меня это непонятно. Я 12 человек, получается. Около 12 человек до Лукава были освобождены, ну, как бы помилованы и отправлены домой. Ну, может, кто-то когда-то даст определенное пояснение, как это происходило. До сих пор я его не слышал. Не смогу я понять, как это могло быть. Вы знаете, как я почему об этом могу говорить? Потому что каждого из них я лично присутствовал при задержании. Я знаю, как это происходило. Сколько труда нашего было вложено туда. Преступники были переданы грузинской стороне, однако что этому предшествовало, чего стоила их свобода и где они сейчас, доподлинно неизвестно. Гугу Цавардани, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.